Ерлан мырза, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Эрлан Мырза, здравствуйте. В этом интервью давайте послушаем вашу историю. Сперва представьтесь, чем занимаетесь, после можете начать рассказывать свою историю. Анан кийин баштасак болот. Жақсы, саламатсыз ба? Менің атым Ерлан Бекмырза болады. Хорошо, здравствуйте. Меня зовут Эрлан Бекмурза, гражданин Казахстана. Родился в Китае. Связан с карго-бизнесом. В 2020 году по разным причинам перенес бизнес из Казахстана в Кыргызстан. С тех пор потихоньку начал работать в Кыргызстане. Я посчитал правильным дать интервью вам. Есть истории, о которых хотелось бы рассказать. Есть и другие события, я надеюсь с вами обсудить их. Спасибо, что вы берете у меня интервью. Я понимаю на кыргызском, но если что-то не пойму, спрошу у вас. Башынан баштап айтып кетсеңиз. Начните с самого начала. С чего все начиналось и при каких обстоятельствах вы были вынуждены обратиться к семье президента? Аларга кайрылганда мажбур болуп калдыңыз. Жалпы мен карго саласы бойынша 2000 Свой бизнес карго я начал в 2018 году. Во время ковида в 2020 я работал в Дубае. Я отправлял товары из Кыргызстана. В октябре 2022 года мои товары в Кыргызстане перестали выпускать в Дубай. По словам брокеров, они взяли под контроль только... По словам брокеров, семья взяла все под контроль, только сами отправляли. Хотел бы зрителям объяснить, чтобы было понятно. Вы знаете, что такое Айкос? Выпускается в Европе. Эти продукты мы транзитом продавали в Японию, Тайвань, Малайзию, Вьетнам и Дубай на экспорт. Поэтому потом мы узнали, что семья Садыр Джапарова взяла этот бизнес в свои руки. Ничей товар никуда не выпускали, только их приближенных. Они отправили товар около 970-980 коробок на $1 миллион. А по их товарам я постарался закрыть им возможность продать в Дубае. Я их все товары не давал продавать в Дубае. В итоге их товары не продавались, а мои товары не отправлялись из Бишкека. Пришлось ехать на переговоры в Бишкек. В конце октября 2022 года я прибыл в Бишкек. Сотрудники посольства Казахстана познакомили меня с человеком. Через него пришлось встречаться с людьми Садыры Джапарова. До встречи были разные истории. Многие вызывались посредниками. Среди них были депутаты Джогорку Кенеша, сватья Садыры Джапарова, близкие друзья. У вас есть глава ГКМБ, как его? Его братишка приходил, с ним встречался. Имя Ташиев вроде. Шайырбек Ташиев менен сүйлөшүптү, да? жоқ, ана УКМКның бастығы дейді екен ғой. Нет, есть же глава ГКМБ. Вот его братишка, другой братишка. Камчебек Ташиев. Шайырбек Ол Ташиев. емес, одан басқа бір інісі болды. Братишки глава ГКМБ, другой, лицо похоже. Родной братишка, но имя не помню. Не знаете имени? Братишка, но другой братишка. Много было встреч. Я со всеми встречался, разговаривал. Они не смогли решить вопрос. Это, оказывается, решают люди бригады. Решает некий Азат, сын Сабыра. Кажись, Азат зовут. Азат Джапаров. Иә. Сонымен иә. Да, он меня домой позвал, люди с ним познакомили. Самое доверенное лицо Садыр Джапарова повез меня к нему домой. Они остались на улице, я зашел внутрь, рассказал всю историю, что товары стоят без движения, рассказал о своем бизнесе. Они предложили совместно работать. Они работают с уйгурами. Имена? Богатый уйгур в Центральной Азии. Он же встречался с Садыром Джапаровым, чтобы большое здание строить. Хабибулла Абдакадыр? Да, его ребята, с его ребятами встречался в Дубае. Имена не помните? Имена не помню, но есть аудиозаписи, как они рассказывали о таможне, о моей проблеме, упомянув мое имя, что мои коробки стоят, не продаются, и рассказали о долях. Поменялся глава таможни, познакомили меня с новым начальником, с ним встретился. После этого он дал мне добро. Но я в целом понял, что этот бизнес невозможно вести одному, поэтому начал переносить свой бизнес в Индонезию. Раньше работал в Казахстане, в Кыргызстане, покупал товар в России и отправлял в Дубай через Кыргызстан.
У меня же работа связана с экспортом. Мне приходилось давать доли с каждого килограмма. Конечно, можно работать, отдавая им долю, но тогда нам прибыли не остается, а эти будут процветать. У нас есть и другие расходы. Нам тоже надо зарабатывать деньги, поэтому продолжил работу с Дубаем, Индонезией и Японией, но прекратил работу с Кыргызстаном и Казахстаном. Работая в этом бизнесе, я понял, что таким как мы, они не дают никакой возможности работать. Они просто будут держать наши товары в таможне, не давая оформить. Только когда дашь им деньги, они дадут движение товару. Это злоупотребление должностными полномочиями и давление на нас. Таза ашық тонау сияқты бір диктаторлық жүйеде өмір сүріп келе жатқанымызды білдім. Как говорят по-казахски, живем в диктаторском режиме, что у бизнеса не будет долгой жизни. Я начал сворачивать дела в Центральной Азии. Я сам работал во многих странах, в России, в Украине, в Армении, в Малайзии, во Вьетнаме, в Японии отправлял грузы. За нами приехала компания Айкос в Бишкек в конце 2021 года из-за роста продаж. Мы купили у фирмы 600 коробок, оформили на Кыргызстан. Еще договорились о поставке 2000 коробок. За 600 коробок мы заплатили $356 тысяч. У нас их отобрали бандиты. Кейін олар бермей қойды коробканы, короче, алып қойды басқалар. Қайсы бандиттер? Аттары бар? Какие бандиты? Есть имена? Анау Садыр Жапаровтар, Те, кого застрелил Садыр Джапаровы, ребята ГКМБ. Қамшы Көлбаевтар. Қамшы Көлбаевтың адамдары. Вот, ребята Камчи-Кольбаева отобрали. Значит, они взяли 600 коробок? Они взяли под свой контроль. У нас было право покупать товар. Этот товар от фирмы дешевле, а бандиты взяли под свой контроль и устанавливали свои цены. И не отдали. В 2022 году уже напрямую с Азатом Джапаровым работали? Иә, 22-ші Да, в 2022 году с Азатом Джапаровым. Они, оказывается, взяли под контроль всю таможню с момента президентства Садыра Джапарова. Я начал работу с конца 2020 года. В целом 3 года. Сіз айтып кеттіңіз ғой, доля. Вы рассказывали о доле. Как вы отдавали, кому отдавали? Долю мы с каждого килограмма давали по $4. Я вам отправлю видео. Наличку давали. Когда отправляли товар, давали в конвертах. Объединенно давали с 1 тонны или 2 тонн давали. С каждого килограмма по $4. И все эти деньги отдавали Азату Джапарову? Беру аттар. Оның бәрі таможняның бастығына береміз. С ним меня познакомил Азат Джапаров. Сказал, отдайте деньги ему. Отдавали Азату Джапарову или его человеку? Көмекшісіне беріп отырамыз ақшаны. Можете вспомнить имя главу таможни? Аты телефонда тұр. Имя сохранено у меня в телефоне. Я вам отправлю. Тогда в целом сколько денег дали Азату Джапарову? Енді жалпы 2000 В целом, с момента начала президентства Джапарова мы отдали около 200-500 тысяч долларов. Может дойти до 500 тысяч долларов. Главе таможни тоже? Иә, бәріне береміз. Да, всем давали. Таможня ставит печати, 5-6 печатей. Разрешение на экспорт. Завозим товар в аэропорт, все проверяют и все дают разрешение. Потом через самолет отправляем в Дубай. Если не даете денег, все ставят запрет на экспорт товара и отбирают. Ақша бермесеңіз бәріне запрет дейді, товарыңызды алып қояды. Значит, вы не оплачивали деньги государству в бюджет, а передавали таможенникам на руки наличными? Мемлекетке төлейміз. Государству платим. Я когда плачу государству, там брокеры считают сумму. Вот столько-то и столько-то мы оплачивали. А этим отдельно оплачивали $4. Помимо оплаты государству вы им платили? Да, помимо пошлины платили сыну Сабыра Джапарова по $4 за килограмм, и Сабыру Джапарову ежемесячно платили $20 тысяч как зарплату. Осы жұмысты әкесі шешіп берді ғой баласымен. Сабыр Жапарова андан сырттары. То есть Сабыру Джапарову помимо всего этого платили еще по $20 тысяч? Да, по $20 тысяч. Ежемесячно? Да. Тогда почему приостановили свой бизнес в Кыргызстане? Из Кыргызстанда. Енді Пришлось закрыть, потому что мы работали ради клиентов, хотя мы сами не получали прибыли. Мы работали, пока переводили бизнес в Индонезию.
Мы платили Сабыру Джапарову и его сыну, государству. Они думали, у нас много денег, но так как мы занимаемся оптовой продажей, прибыли там мало. Получается, не получали прибыли, а отдавали все им? Да, очень тяжелая ситуация была. Они не понимали и спрашивали: Ирлан, где деньги, когда они будут? Я им отдавал. Я начал закрывать бизнес примерно в июне прошлого года. Осы уақытта шілде айында тоқтата бастадым, июнь айында. С каким мнением вы остались о Кыргызстане, встречаясь с политиками? Ойда қалдыңыз. Мен негізі баста Садыр Жапаровқа сенгем. В целом, вначале я верил Садыру Джапарову. Верил, что будет демократия и свобода бизнесу. Меня при Джеймбековой ночью по дороге в аэропорт в Манас ограбили сотрудники ГКМБ с 50 коробками. Я собирался отправить товар в Дубай, и под мостом, где есть пост ГАИ, меня ограбили. Меня вывели за город и забрали $3800, и на следующий день вернули мой товар. Пришел Садыр Джапаров и всей своей семьей взял под контроль все входящие и выходящие из Кыргызстана грузы. Я понял, что нет свободы бизнесу. Все его приближенные и друзья взяли под контроль весь бизнес. Если у вас нет знакомых, вы ничего не сможете сделать. Если дадите деньги, то тогда будет движение вперед. Со знакомства с этими людьми было много интересного. Встречался с его сватом, который депутат. Акылбек Туманбаев? Да, Акылбек Туманбаев. Он дал свой номер телефона. Познакомились, он звонил Азату Джапарову, но не смог решить. После этого встретился с вице-спикером Нурбеком. Вторая рука Нурлана Шакиева на 7-м этаже сидит. Он тоже не смог решить. А того братишка не Шаирбек? Шаирбек депутат? Нет, есть братишка, который не депутат. Есть помладше. Как зовут? Не Казыбек? По фото могу узнать. На Орузбекова есть ресторан Омар Хаям. Я там встретился с этим парнем. Он сказал: давай я поговорю с таможней и решу. Он не смог решить. Вы еще с МВД встречались, да, с Уланом Ниязбековым? Да, встретился с Уланом Ниязбековым, потом встретился с самым близким другом Садыра Джапарова, который был депутатом. Забыл его имя. У него есть строительная компания. Кто он? Могу вспомнить имя. Самый близкий и доверенный друг. Депутат, близкий друг? Да. Друг Садыра Джапарова. Каныбек Туманбаев? Нет, на языке вертится. У этого партия была. Тулеев? Но он же не депутат сейчас. Был депутатом, близкий друг. Его номер тоже есть у вас. Можете отправить? Есть фотки, которые могу отправить. Вы перечисляйте имена, я вспомню. Вы его близких друзей знаете? Близкие друзья? Не знаю. Кто же это? Имя. Депутат? Сейчас не депутат. Садыра Джапарова по ТВ же спрашивали. Есть у вас друг, который все решает? Он говорил: да, он мой друг, но он не решает ничего. Имя не могу вспомнить. Бурханов? Да, Бурханов. Да. Как фамилия у него? У него фамилия Бурханов. Арзубек Бурханов. Да, Арзубек Бурханов. С ним встречался 4-5 раз. Он тоже не смог решить. Вот он решил. Он позвонил Азату. Он позвонил Сабыру Джапарову. В это время Азат был в Европе. Сказали, приедет через несколько дней. Он приехал, близкий друг Улана Ниязбекова привел меня домой к Азату Джапарову. Какой близкий друг Улана Ниязбекова? Он занимается бизнесом, близкий друг Ниязбекова. Он меня в сауне познакомил с Уланом Ниязбековым. Он спрашивал про бизнес, рассказывал про свою поездку в Китай. 2 часа поговорили, и он ушел. Я в целом понял, что можно вести бизнес самостоятельно, лишь бы давали им долю. После этого они рассказали о своих планах. Есть ребята, уйгуров, знаете, есть же рынок уйгурский. Мадина? Они строят новый рынок в верхней части Мадины. Сабыр Джапаров, Арзбек Бурханов и близкий друг Улана Ниязбекова. Показали проект, у меня есть видео, я вам отправлю. Они сказали, что закроют Мадину и всех торговцев переведут в их новый рынок. На месте бывшего завода они построили фундамент, сейчас не знаю как там. Сейчас, возможно, уже закончили. Вот так и рассказали о своих планах, в основном о бизнесе. Я понял, чтобы стать их другом, мне надо давать им деньги, то есть
прибыль от бизнеса нужно отдавать им. Тогда я могу удержать свой бизнес. То есть мне отправляют товар, таможня меня спрашивает, и я со своими брокерами оформляю. Такая схема была. Это же несправедливо. Это бизнес никак не вредит бюджету Кыргызстана. Мы отправляем товар на экспорт. Вот на это они сели на долю. Я понял, что в Центральной Азии в такой ситуации нельзя вести бизнес. Поэтому решил закрыть бизнес. В Казахстане было тоже много тяжелых задач. Хотя я сам гражданин Казахстана, я думал, что в самой демократической стране в Центральной Азии могу делать бизнес, но не получилось. Могу сказать, нет будущего бизнеса в Центральной Азии. Вас преследовали? Да, в Казахстане занимался правами человека. В Китае была политика геноцида нации. В Казахстане я поддерживал организации по правам человека, оказывал помощь нуждающимся. Работал через аэропорты Алматы и Астаны, но там тоже люди из семьи просили денег. Из-за этого вести бизнес в Казахстане было невыгодно, поэтому мы с друзьями решили приостановить бизнес там. После приостановки бизнеса они начали преследовать по вопросам бизнеса, по работе с правами человека. Началось преследование по всей Центральной Азии. В Кыргызстане не было преследований? Не могу сказать, что было в Кыргызстане. Казахстан отправил свои письма. Как будут развиваться события, я готов вам рассказать. Это же дело 3-4 лет. Я вам отправлю все декларации, аэропорты, которые подписаны в таможне. Много чего было. Работали. Вы посмотрите на все это. Если будут вопросы, можете обращаться напрямую. Я готов. Чтобы заниматься бизнесом, государство должно быть демократическое. Если у людей не будет прав, то нет никакого будущего у бизнеса. Самое лучшее, это когда не зависишь ни от какого человека, от его настроения или взглядов человека, и получаешь 10 тенге или долларов прибыли. И Казахстан, и Кыргызстан диктаторский. Я встретился со многими, и всех депутатов есть свой бизнес. И они сидят на своих креслах, чтобы защищать их. Я это понял после разговоров на 7-м этаже. Все делают вид, что они за народ, но все думают о своих бизнесах. На всех кафешках на улице Оразбекова сидят депутаты и обсуждают свои бизнесы. И я тоже обсуждал. О проблемах народа не думают ни в Казахстане, ни в Кыргызстане. В Кыргызстане, у кого есть связи, бизнес хорошо будет идти. Если давать долю тем вышеперечисленным, то у того будет развиваться бизнес, а у остальных не будет никакого бизнеса. Я это понял. Калгандардын бизнес жүрмөйт, соған анық көзім жетті. Рахмат чоң маегі үчүн. Спасибо вам за интервью. Если будут вопросы, будем к вам обращаться. Хорошо, хорошо. Вам тоже спасибо. Вы посмотрите документы, которые я вам отправил. В любое время могу открыто и прозрачно ответить со всеми доказательствами. Спасибо. Рахмат чоң. Ооба. Жақсы. Жакшы эле айттыңыз. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекти хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.